поток проходящих денег к моей жизни, внимание, поток проходящих денег к моей жизни, она пропорциональна, что отдаю я миру. Согласны? Или нет? Я продаю обувь. Чем больше обувь я обуваю, чем больше количество людям нравится мой обувь, тем больше денег придет ко мне. Поток поступающий денег к моим организациям или ко мне, моей жизни, она равномерно, пропорциональна потокам, исходящим, что я отдаю миру. Да? Например, я кафе держу, кормлю людей едой. Чем больше количество людей я кормлю, большим количеством людям нравится моя еда, тем больше, как сказать, принесу им приятное, они друг друга говорят, больше и больше приходят. То есть получается, что я получаю деньги не потому, что у меня есть столовый или ресторан, только потому, что я большее количество людей кормлю. Так? Почему iPhone богат? Потому что больше количество людей его телефон использует. Почему Microsoft богат? Потому что больше количество людей его что? Программы используют. Почему? Потому что они больше количеством людям смогли отдавать то, что люди нуждались. Значит, внимание, барьера, которая в сознании людей сидит, почему у них деньги не появляются в изобилии, заключается в том, что они только думают, как больше зарабатывать, но не думают, что отдавать миру. И большинство людей хотят брать от жизни. Они говорят, ты мне отдай, потом я когда-нибудь тебе что-нибудь сделаю. Они пытаются от жизни много хватать. Жадности люди развиваются таким образом. Надо отдавать миру, а не забирать. Внимание, послушайте внимательно. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нас делает богатым. То, что мы отдаем. То, что мы отдаем. То, что мы отдаем. А не то, что берем. Поверните к соседу, держите за руку. Ты понял, господин? Поняла, госпожа? Держу. Это золотая. Нас делает богатым то, что мы отдаем, а не то, что берем. Получается, надо думать, как много отдавать, а не то, что забирать постоянно, думать, как бы брать. Нет, много отдавать. Значит, с этого дня, внимание. А теперь, что отдавать? Я приду, кому-то что-то отдаю, а что давать, не знаю. Что отдавать? Внимание. Как? Внимание. Послушайте, пожалуйста, внимание. Как создавать ценность, и эту ценность, которая поможет людям, большим людям преподнести. Как создавать ценность для своих людей, которые потребляют твою услугу или твою продукцию. Чем больше ценности ты создаешь и отдаешь эту ценность, тем больше ты зарабатываешь. Секрет успеха – мысли безграничны. Внимание. Мысли безграничны. Но много людей эти мысли используют на капризы, на выяснение отношений, на недовольство жизни. Как им трудно. Эти мысли они туда направляют. А на самом деле эти мысли, они же в изобилии, направляют на созидание ценности. Значит, здесь что мы делаем? Созидание что? Создавай много ценностей. Направляй свои мысли на созидание ценностей. У тебя же их не заканчивается. Они же безграничные. Вот тебе денег нет. Сядь, думай, какую ценность создавать. Сядь, думай, как ценности создавать. Сядь, думай, как ценности создавать. Четвертое. Надо понимать, что нас делает богатым то, что мы отдаем. Значит, большее количество людям отдавай эту ценность. Все. И ты миллионер, ты миллиардер. Мысли не заканчиваются. Значит, качество мысли нам нужно. Качество мысли от чего зависит? Направление мысли. Направляй его на создание ценности. Создавай много ценностей. Думай, что можно делать лучше. Думай, что можно делать хорошо. Думай, что не хватает людям. Какие проблемы людей решать. Как позаботиться о них лучше. Думай, как совершенствовать свою услугу. Совершенствовать свою продукцию. Создавай ценность. Чем больше ценностей ты создаешь, тем больше ты будешь привлекательным. А потом эту ценность обеспечь большее количество людей. Классная вещь. У тебя деньги всегда будут. Теперь у тебя цель не доход,
а у тебя цель. Например, если сегодня ты заработал $1000, обеспечивая 1000 человек. 1000 человек, скажем, чем-нибудь, не знаю, там, по одной тарелке еду кормил. Теперь думай не $1000, а 1000. Думай, как завтра 5000 человек кормить. Потом думай, как 20 тысяч человек обеспечить. Кто меня понял? Ты цель став не самого денег, который ты получаешь, то, что от миру, а став цель, что отдавать. Нам надо сегодня оказать 10 услуг больше, чем прошлый день. Или 20 услуг в этой неделе больше, чем в прошлой неделе. Нам надо оказать в этот месяц или в этом году хотя бы 1000 услуг больше, чем в прошлый год. Кто понял меня? Потому что нету высшей цели, чем служение. Нету просто. Основной, свои ценности, которые создаешь, и большее количество людям позаботишься. Вот она, что делает богатый человека. Это приведет к изобилию. Это точная технология, которая приведет к реальному изобилию. Найдите мне жизнь любого богатого человека и начните его биографию изучать. Попробуйте раскладывать на это формула. Она так выходит или нет. Любого из них. И вы увидите, что они делали тоже. Вот именно этого делали. Они создавали ценность. И эту ценность сделали доступным для многих людей. Сделать так, чтобы это было для... Форд что делал? Машина была недоступна для многих людей. Он создавал ценность. Какой была его ценность? Машина для всех. И сделали его доступно для многих. Старался, чтобы у многих появилось. Что для Toyota? Качественная машина, ценность, чтобы меньше сломается, меньше недорогая машина и так далее. Высокое качество, доступная цена. Это его ценность и доставляет больше количество людям. Старается, чтобы по всему миру, чем больше количество людей берет, ездит на Toyota, тем он богатый. Так делают все. Сникерс делают, Adidas делают, Марс делают. Все делают. Да, все. Вы посмотрите, либо Шоро так делает. Как в каком улице по Бишкеке кто ходит там, давайте я покажу ему, что давай, жара, попей стаканчик. Пока до дома дойдешь, тебе будет приятно. Ну, попей. В каждом приулке. Ценность. Увеличивать ценности, создавать ценности. И этого надо сделать, доставлять больше количество людям. Значит, что для нас богатым? То, что мы... Я хочу спросить у вас, кто из вас, у кого из вас произошел такой скачок в сознании сейчас? Классно. Если я это сделаю, я реально могу заработать. Значит, с этого дня не думайте о деньгах. Думайте, как, что надо сделать и больше людям отдавать. Постоянно думайте об этом. Ваши мысли будут набирать больше энергии, набирать больше силы. Они начнут видеть дальше, дальше, дальше. Это вы каждым разом больше и больше увидите. Постарайтесь, пожалуйста. Вот она изобилие. Как вы начнете делать, у вас, запомните, качество вашей мысли самое важное. Мысли у всех есть, но только у них проблема качества мысли. Качество мысли. У них негативные мысли, отрицательные. Понимаете, да? А люди много думают о плохом, поэтому у них нет этой силы, энергии нет у них. Энергии жизни нет у них. Если вы начнете об этом думать, это приведет к супер вещи. Теперь, надо тренировку делать. Какую тренировку делать, чтобы это произошло? Тренировка изобилия. Давайте пишем. Тренировка изобилия. Ребята, вы учитесь что-нибудь хорошее? Да? Учитесь? А кто из вас уже повторно мне слыша начал глубже понимать и для себя новые вещи взял? Начали вникать глубже? Классно. Это супер. Внимание обратите. Тренировка изобилия. Тренировка. Нам надо уже тренировать. Что надо тренировать? Несколько вещей. Первое, что надо тренировать. Надо нам вокруг себя видеть много возможностей. Правую руку поднимем, повторим за мной. Для того, чтобы стать успешным, надо уметь видеть успех. Слышать об успехе. Говорить об успехе. Думать об успехе. Читать об успехе. Мечтать об успехе. Планировать успех. Стремиться к успеху. Окружать себя успешными людьми. Одеваться как успешный человек. Дорогие мои, если вы хотите стать успешным, потом придете с утра до вечера телевизор смотрите.